Ленский район – один из 7 в Якутии, где не превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но превентивные меры все же принимаются, в частности, среди детей от 7 до 14 лет. Так, карантин введен в 2 школах района, закрываются отдельные классы, приостановлены занятия в кружках и секциях. Наталья Беспалова продолжит. Первая школа в Ленске пустует. С понедельника здесь отменили занятия. Карантин. Что стало причиной подъема уровня заболеваемости? Всеобщая эпидемия в стране или просто холод в школе? Руководство образовательного учреждения не знает. Дело в том, что 22 января в школе перестали греть батареи. В классах было всего от 8 до 17 градусов. Систему быстро прочистили, тепло дали, но уровень заболеваемости начал расти. На больничные ушли 5 педагогов и четверть учеников. Директор школы Наталья Шибельская даже завела специальную тетрадь посещаемости. В связи с этим ушли на карантин не только первая школа, но и отдельные классы в школе номер 3, а также школа поселка Пеледуй. Там посещаемость ниже 80%. На сегодняшний день отмечается повышение порога заболеваемости ОРВИ. Например, в течение прошлой недели, если в течение всего недели было всего 78 случаев ОРВИ, то только вчера, на понедельник, более 116 случаев ОРВИ нашими врачами обслужено на дому и на приеме. У самых тяжело заболевших детей взяли анализы на вирус гриппа H1N1. Их направили в Якутск. Штамм, к счастью, не подтвердился. Однако в целом по Ленскому району эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен. Мы относимся к 7 районам, где эпидемии пока нет. В 27 улуцах она бушует. В Якутии эпидпорог превышен на 80%. Мы достаточно хорошо провели профилактические мероприятия, то есть привили население. Также у нас активно сейчас ведется другая противовирусная профилактика в детских садах, там и фитонцидные, и витамины. Все это хорошо сказывается на иммунной прослойке населения, поэтому пока что у нас грипп не зарегистрирован вообще, и превышение эпидемического порога по ОРВИ также не зарегистрировано. В школах же надеются, что эпидемия пойдет на спад, ведь закрытие образовательных учреждений напрямую влияет на учебный процесс и будущую сдачу экзаменов.